начать заседание. Разрешите поздравить всех с наступающим днем города, поблагодарить всех вас за ваш труд и заботу о процветании и развитии нашего родного и любимого города Якутска. Желаю всем здоровья, больших успехов в депутатской и профессиональной деятельности. Также, пользуясь случаем, я бы хотел сегодня от имени депутатского корпуса поздравить с юбилеем начальника межмуниципального управления МВД России Якутска Николая Ивановича Кузбекова. Эффективное обеспечение правопорядка на территории городского округа города Якутск и в связи с 60-летним юбилеем почетной грамотой Якутской городской думы награждается начальник межмуниципального управления МВД России Якутской, полковник полиции Николай Иванович Кульбертинов. Доброе утро, уважаемые депутаты. Прошу пару слов сказать. Уважаемая Светлана Владимировна, уважаемый Альберт Николаевич, уважаемые депутаты городской думы, уважаемые приглашенные. Очень трудно, но годы идут, бывают юбилеи, бывают будни, но в то же время я очень рад, что мы работаем вместе. Во благо горожан. Мы подотчетны перед городом Якутском, перед его жителями и в преддверии Дня города очень радостно видеть всех в добром здравии. И я думаю, что впереди нас ждут большие дела для горожан, чтобы было людям здесь, в нашем городе, столице нашей республики, было комфортно жить. Поэтому со своей стороны очень благодарен тем, что это мы совместно работаем, совместно я перед вами выступаю, раз в год, и какие-то вопросы, которые мы ставим перед и администрацией, и перед городской думой, мы находим понимание. Поэтому это понимание нам все направлено для, еще раз повторяюсь, для жителей города Якутска, для жителей республики. Поэтому всех я вас тоже поздравляю с наступающим днем города. Всем главное здоровье, чтобы все ускорилось. И горожане были очень горды тем, что городская дума работает и избрали именно тех депутатов, которые работают в правильном виде. Спасибо. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов, больших успехов в вашей профессиональной деятельности. Спасибо. Уважаемые коллеги, начинаем заседание 19-й очередной сессии Якутской городской думы. Как и на прошлых заседаниях, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, количество участников заседания ограничено. Депутаты и сотрудники окружной администрации, которые по уважительной причине не могут принять личное участие в заседании, будут наблюдать за ходом заседания в режиме онлайн-трансляции. Если у них будут вопросы, они могут задать их по видеоконференц-связи, но голосовать они не могут. Просьба к участникам видеоконференц-связи в избежании помех и лишнего шума микрофоны должны быть выключены, включать только при предоставлении слова.
Вопрос можно задать путем поднятия руки. У меня есть на столе стоит ноутбук, где я вижу всех участников, которые у нас подключены по видеоконференц-связи. Поэтому с небольшим опозданием могу слова и вопросы вы можете задавать. Итак, необходимый кворум для проведения заседания 19-й очередной сессии городской думы имеется. Из 28 депутатов принимают участие у нас 17 депутатов. Значит, разрешите начать сессию. Уважаемые коллеги, в заседании сессии принимают участие глава городского города Иркутска Аксеньева Светлана Владимировна, председатель контрольной счетной палаты города Иркутска Неустроев Руслан Петрович, прокурор города Иркутска Денисюк Владислав Владимирович, заместитель главы городского округа города Иркутск, руководитель структурного подразделения окружной администрации города Иркутска, представители средств массовой информации. Уважаемые коллеги, с учетом исполнения требований Роспотребнадзора соблюдения социальной дистанции, голосование на этой сессии проводится путем поднятия руки. Подсчет голосов будут вести специалисты Организационного управления аппарата Иркутской городской думы. Прошу при голосовании держать руки до тех пор, пока секретариат не посчитает количество голосов. Итак, переходим к вопросу избрания секретаря. Предлагается секретарем заседания избрать Улицу Анну Панкратину, специалиста Иркутской городской думы. Будут ли другие предложения? В этом случае ставлю на голосование избрание кандидатуры секретаря. Прошу проголосовать. Кто за? Против воздержался нет. Решение принято. Секретарь заседания прошу приступить к ведению протокола. Уважаемые коллеги, напоминаю, что в соответствии со статьей 34 регламента Иркутской городской думы в период заседания сессии не допускается разговор, в том числе по телефону, реплики, характерные другие действия, нарушающие порядок Иркутской городской думы. Выход из зала возможен только по разрешению председательствующего. Слово для выступления предоставляется только по разрешению председательствующего. Во время выступления необходимо обязательно включать микрофон, так как ведется аудиозапись. Уважаемые депутаты, решение Президиума Иркутской городской думы номер 24 от 7 сентября 2020 года на заседание 19-й очередной сессии вносится проект повестки, состоящий из 19 вопросов. Какие будут предложения по проекту повестки? Поступило предложение принять. Если нет других предложений, ставлю на голосование. Прошу проголосовать за принятие повестки в целом. Решение об утверждении повестки заседания 19-й очередной сессии принято. Владимир Андреевич, рука поднята, да? Рука не поднята у вас. Ну вот, рука держит. Хорошо. Спасибо. Уважаемые депутаты, приступаем к рассмотрению первого вопроса о внесении изменения решения Иркутской городской думы 25 декабря 2019 года РГ-12-2 о бюджете городского округа города Иркутска на 2020 и на план 2021-2022 года.
Слово предоставляется председателю постоянной комиссии Якутской городской думы по бюджетно-экономической политике Черному Сергею Викторовичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные. Постоянная комиссия по бюджетно-экономической политике рассмотрев проект решения Якутской городской думы о внесении изменений в решение Якутской городской думы от 25 декабря 2019 года за номером 12.2 о бюджете городского города Якутска на 20 и на плановый бюджет период 21-22 год включает следующее. Предлагает, основные параметры скажу. В части уточнения бюджета на 2020 год доходы бюджета увеличиваются на сумму безвозмездных поступлений в размере 638 миллионов 493 тысячи. И общие доходы составят 13 миллиардов 347 миллионов 592 тысячи рублей. Расходы бюджета также увеличиваются на сумму 671 миллион 555 тысяч рублей и составят 18 миллиардов 250 миллионов 551 тысяча. Понятно, что увеличение как расходов, так и доходов связано с поступлением из вышестоящих бюджетов. Также в части данного проекта отметить, что предлагается программу муниципальных гарантий на 2020 год включить в Горснаб суммой гарантии 40 миллионов рублей с переходящей суммой за 2020 год. Сроком на 3 года с целью гарантии на выполнение оборотных средств для строительства воспитательного логистического центра с правом прогрессивных требований. Также надо отметить, что уменьшаются муниципальные гарантии агентства по развитию территории также на 40 миллионов рублей в связи с отсутствием потребностей. И сумма гарантии общества составит 230 миллионов рублей. Общий объем муниципальных гарантий на 2020 год не меняется и составит 350 миллионов рублей. Также хотел бы зачитать решение комиссии по данному вопросу в части согласования данного проекта. Первое. Поддержать поправку депутата Якутской городской думы Сагатаевой Ольги Николаевны о дополнительном финансировании Якутского регионального отделения Союза заводов России. В том числе надо отметить, что с такой же инициативой выступила Левицкая Валентина Васильевна. Второе. Департаменту финансов окружной администрации города Якутска предлагается предусмотреть финансирование на оплату задолженности по электроэнергии детского сада номер 70. При обсуждении проекта данный вопрос не был конкретизирован, но на сегодняшний день получен ответ из Департамента финансов, что данные суммы или задолженность отсутствует, данные оплаты прошли. Также предлагается включить финансирование капитального ремонта школы номер 38 в проект решения Якутской городской думы при рассмотрении изменений бюджета уже в ноябре, то есть следующей сессии. Также предлагалось предоставить полную информацию о перемещении денежных средств, предусмотренных по данному капитальному ремонту школы номер 38. Уважаемые коллеги, вы помните, что данные средства были нами предусмотрены при принятии бюджета на 2020 год, но окружная администрация приняла решение о передвижении данных средств с капитального ремонта номер 38. Также Департаменту имущественных и семейных отношений предлагалось в адрес Думы направить информацию о бесхозных объектах по Юрийскому тракту 13, 15, 16 километров, это касается дорог. Данная информация предоставлена. В целом, данный проект комиссия одобрила, было принято единогласное решение о внесении проекта решения на заседании Якутской городской думы и рекомендовано одобрить данный проект. Спасибо. Спасибо, Сергей Викторович. Какие будут вопросы докладчика? Вопросов нет. Уважаемые депутаты, вчера в области Якутской городской думы поступило письмо от главы городского округа Садана Владимира Цинкина о замене докладчиков по вопросам сессии. В связи с тем, что руководитель департамента финансов Ольга Николаевна Максимова и департамента правительства Северина Владимира Архипова перешли на институционную форму работы, докладчиками будут заместитель главы по экономике и финансам Гаврилов Георгий Викторович и, соответственно, первый заместитель главы по развитию территории Григорьев Евгений Николаевич. По накладному вопросу департамента финансов будет выступать Николаева Аэлита Марковна, начальник отдела налоговой политики, прогнозирования доходов и управления экспортом.
Сейчас по первому вопросу повестки слово кандидату предоставляется заместителю главы по экономике и финансам Гаврилову Георгию Юрьевичу. Пожалуйста. Ну, как вам удобнее, может быть, с места можете сказать. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные. Проект решения Иркутской городской думы о внесении изменений в решение РГД 12.2 25 декабря 2019 года предусматривает изменение основных характеристик бюджета городского города Иркутска на 2020-2021 годы. Доходы бюджета уточняются за счет доведения дополнительных средств к бюджетным трансфертам. На 2020 год увеличивается на сумму 638 493,1 тысячи рублей. В том числе дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 17 миллионов 506 тысяч рублей, субсидии 66 миллионов 308,7 тысяч рублей, субвенции 439,233,5 тысяч рублей, иные бюджетные трансферты 114 миллионов 4 тысячи рублей и прочие безвозмездные поступления в сумме 1 миллион 440,2 тысячи рублей. На 2021 год уменьшается на 282 миллиона 904 тысячи рублей по субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях дошкольного образования. Параметры доходов местного бюджета на 2022 год не уточняются. С учетом предлагаемого уточнения на 2020 год доходы бюджета составят 17 миллиардов 347 миллионов 592,8 тысяч рублей. Параметры бюджета по доходам на 2021 год составят 16 миллиардов 364 миллиона 321,9 тысяч рублей. На 2022 год 17 миллиардов 162 миллиона 535,5 тысяч рублей. В представленном проекте решения расходы бюджета увеличиваются на 671 миллион 505,3 тысячи рублей, из них 637 миллионов 52,9 тысяч рублей по бюджетным трансфертам, 34 миллиона 452,4 тысячи рублей по расходам местного бюджета, на сумму, в том числе за счет остатка средств местного бюджета на начало года, в сумме 33 миллиона 12 тысяч рублей и за счет поступлений иных бюджетных поступлений в сумме 1 миллион 440,2 тысячи рублей. Итого расходы бюджета за 2022 года составят 18 миллиардов 250 миллионов 551,1 тысяча рублей. Кроме того, вносятся изменения по непрограммным расходам в части перемещения экономии по расходам на обслуживание муниципального долга на резервированный источник, на реализацию мер по повышению заработной платы работников органов технического управления, муниципальных учреждений на сумму 41 миллион 320,5 тысяч рублей в 2020 году. На плановый период экономия по указанным расходам направляется на условно определенные расходы в 2021 году в размере 36 миллионов 963,5 тысяч рублей и в 2022 году в размере 29 миллионов 313,8 тысяч рублей. При подготовке проекта решения изменения бюджетных ассигнований проведены по 17 муниципальным программам и непрограммным направлениям. Уточнение расходов бюджета в 2020 году в сумме 671 миллион 505 тысяч рублей произведены по следующим направлениям. Первое. Это муниципальная программа «Культура» увеличивается на 11 миллионов 869,2 тысячи рублей, в том числе 9 миллионов 460 тысяч рублей за счет увеличения межбюджетных трансфертов на повышение фонда оплаты работников бюджетной сферы. 2 миллиона 408 тысяч рублей по произведенным перемещениям по статье 217 бюджетного кодекса. Из них 3 миллиона 220 тысяч рублей перемещения с резервированного источника на содержание вновь введенных объектов ГК «Князев» ТБГ, ГК «Литволагание», а также снятие экономии по закупкам. Второе. По программе «Молодежь, семья, спорт, здоровье, город» уточняется на минус 697,2 тысячи рублей по произведенным перемещениям за счет снятия экономии по закупкам. Программа развития образования уточняется на 464 миллиона 455,4 тысячи рублей, в том числе
по произведенным перемещениям по статье 217 бюджетного кодекса в сумме 4 миллиона 483 тысячи рублей. Из них на снятие экономии по итогам закупок 6 миллионов 393,7 тысяч рублей. Распределение зарезервированных источников по приказу Департамента финансов в сумме 1 миллион 910 тысяч рублей на расходы по обслуживанию нового здания детского сада Киричана. За счет перемещения минус 10 миллионов 641,4 тысячи рублей на финансовое оздоровление муниципального предприятия ЯПАК, программу развития имущественно-земельного комплекса. И также за счет увеличения бюджетных трансфертов в сумме 479 миллионов 579,8 тысяч рублей. По программе «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска» уточняется на минус 20 миллионов 44 тысячи рублей. По произведенным перемещениям по статье 217 БК в связи со снятием экономии по причине негативного влияния распространения новой коронавирусной инфекции и перемещением на муниципальную программу развития имущественных и земельных отношений города Якутска. Экономия по пригородным маршрутам, перевозкам и перевозкам школьников на финансовое оздоровление МУПИФа. По муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» уточняется на плюс 75 миллионов 925,9 тысяч рублей, в том числе за счет увеличения бюджетных трансфертов в сумме 101 миллион 904,5 тысяч рублей в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уменьшается на 25 миллионов в связи с предлагаемым перемещением на муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» в связи с доведением дополнительных средств из Народного фонда республики за счет освобождения средств местного бюджета на возмещение коррекционных затрат акционерного общества «Водоканала» по ремонту колодцев и канализационного коллектора номер 1 вдоль проспекта Ленина. Данные работы связаны с планируемыми в 2021-2022 годах реконструкции проспекта Ленина. По произведенным перемещениям по 217 статье бюджетного кодекса уменьшение на сумму 978,6 тысяч рублей за счет снятия экономии по программам. По муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» уточняется на 70 миллионов 126 тысяч рублей, в том числе 44 миллиона 455 тысяч рублей за счет увеличения бюджетных трансфертов. Увеличивается на 671 тысячу рублей по произведенным перемещениям на устройство контейнерных площадок муниципальной программы обеспечения функционирования и развития жилищного коммунального хозяйства. Увеличение на 25 миллионов рублей в связи с предполагаемым перемещением из программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры». По муниципальной программе формирования современной городской среды уточняется на минус 1 миллион 31,6 тысяч рублей по произведенным перемещениям. Из них снятие экономии по торгам в сумме 852,5 тысяч рублей и перемещение на муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» на разработку ПСД объектов местности Южноты в сумме 179 тысяч рублей. По муниципальной программе развития агропояса уточняется на минус 11 миллионов 756 тысяч рублей за счет уменьшения бюджетных трансфертов. По программе поддержки и развития предпринимательства и развития туризма уточняется на 203,3 тысячи рублей за счет снятия экономии по программам. По ведомственной программе развития кадрового потенциала улучшение условий экономики труда уменьшается на 31,6 тысяч рублей за счет снятия экономии по программам. По программе развития имущественно-земельного комплекса уточняется на 28 миллионов 95,8 тысяч рублей, в том числе по произведенным перемещениям в сумме 17 миллионов 454,4 тысячи рублей. Из них увеличение на 25 миллионов 911,9 тысяч рублей в связи с выделением средств на финансовое оздоровление муниципальных предприятий ЕПАК, кинотеатр «Центральный», поликлиники «Профосмотр» в рамках принятия мер по борьбе с коронавирусной инфекцией за счет распределения экономии по программам. Увеличивается на 1 миллион 16,2 тысячи рублей на выкуп земельных участков, проведение кадастровых работ, на содержание маневренного жилищного фонда за счет распределения средств по программам. И уменьшается на 9 миллионов 473,7 тысяч рублей, это снятие экономии по программам. И увеличивается на 10 миллионов 600
941,4 тысячи рублей в связи с предлагаемым перемещением на финансовое восстановление муниципального предприятия ЕПА. По программе обеспечения функционирования жилищно-коммунального хозяйства уточняется 638 тысяч рублей по произведенным перемещениям согласно статьи 217 бюджетного кодекса. Муниципальная программа обеспечения жильем населения уточняется на плюс 2 миллиона рублей на мероприятия исследования фундаментов и конструкции зданий многоквартирного жилищного фонда и социальных объектов за счет перераспределения экономии по программе. Ведомственная целевая программа обеспечения исполнения деятельности пригородных территорий уточняется на 1 миллион 961 тысячу рублей по произведенным перемещениям по статье 212 бюджетного кодекса. Остальных минус 2 миллиона 475,6 тысяч рублей – это снятие экономии по программ. Плюс 3 миллиона 287,4 тысячи рублей за счет распределения экономии по программ выделены средства на благоустройство территории пригородов, в том числе на свет павшим воинам в селе Роган, содержание и текущий ремонт внутри поселковых дорог микрорайона Марка, пригородный. И также у нас идет плюсом 1 миллион 152 тысячи рублей за счет распределения экономики выделено на 5 таблиц ливневых вод в Марке, пригородном и Табаке. По ведомственной программе обеспечения исполнения деятельности округов уточняется на минус 470 тысяч рублей за счет перемещений, из них минус 3 миллиона 103,8 тысяч рублей снятие экономии по торгам, плюсом 2 миллиона 433,8 тысяч рублей за счет распределения экономии выделено на закупку таблиц ливневых вод автодорожному, Гагаринскому, Губинскому, Октябрьскому, промышленному, Сайсарскому и строительному округам. А также у нас увеличивается на 200 тысяч рублей за счет перемещения из программы «Молодежь, спорт, здоровый город» на мероприятие благоустройства пешеходного перехода для освещения по Губинскому округу. По муниципальной программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» уточняется на 3 миллиона 592 тысячи рублей по произведенным перемещениям экономии по программам. Ведомственная программа обеспечения общественной и внешней связи, информационной политики уточняется на минус 52,2 тысячи рублей, это снятие экономии по программам. По непрограммным расходам уточняется увеличивается на 48 миллионов 414,1 тысяча рублей, в том числе увеличение на 33 миллиона 12,2 тысячи рублей за счет остатков средств местного бюджета на начало года, плюс 1 миллион 440,2 тысячи рублей увеличение в сумме в связи с уточнением безвозмездных поступлений на софинансирование проектов местных инициатив. Также у нас плюс 5 миллионов 675 тысяч рублей для распределения резервированной экономики по закупкам. В принципе, это все по изменению программы. Далее у нас по расходам бюджета на плановый 2021 год вносятся следующие изменения. По муниципальной программе развития образования уменьшение минус 282 миллиона 904,2 тысячи рублей. Это в связи с поступлением уведомления Министерства строительства Республики о сокращении на 2021 год межбюджетных трансфертов на выкуп детского сада в 68-м квартале на 119 мест. Здесь поясню, что данные средства были перемещены в 2020 год, и на следующий год были добавлены средства на детский сад 203-го микрорайона на 85 мест в сумме 97 миллионов. По непрограммным расходам за счет экономии по расходам на обслуживание муниципального долга производится перемещение в сумме 36 миллионов 963,5 тысячи рублей на условно утвержденные расходы. По расходам бюджета городского округа город Якутск на 2022 год изменения вносятся в части перемещения экономии по расходам на обслуживание муниципального долга в размере 29 миллионов 313,8 тысяч рублей на условно утвержденные расходы. По программе муниципальной гарантии городского округа города Якутск на 2020 год в соответствии с решением кредитной комиссии окружной администрации города Якутска от 14 августа
В программу муниципальной гарантии на 2020 год предлагается включить нового принципала муниципального этапного предприятия «Бурштаб» суммой гарантии 40 миллионов рублей сроком на 3 года с целью гарантирования строительства строительно-логистического центра и уменьшение размера муниципальной гарантии по агентству по развитию территорий на соответствующую сумму. Общий объем муниципальной гарантии на 2020 год не изменяется. По дефициту местного бюджета на 2020 год размер дефицита бюджета городского округа Якутск предлагается увеличить на сумму остатков средств местного бюджета по состоянию на начало года в сумме 33 миллиона 12,2 тысячи рублей. С учетом уточнения дефицит бюджета составит 902 миллиона 958,3 тысячи рублей. При этом без учета остатков средств дефицита бюджета составит 408 миллионов 174,3 тысячи рублей или 5% от объема собственных доходов, что соответствует бюджетному законодательству статьи 92.1 бюджетного кодекса. По пределу муниципального долга в связи с предполагаемым уточнением размера вечного предела муниципального долга составит на 1 января 2021 года в сумме 4 миллиарда 72 миллиона 207,8 тысяч рублей и уменьшится на 0,3% против утвержденного вечного предела. На 1 января 2022 года в сумме 3 миллиона 1 миллион 725,3 тысячи рублей и уменьшится на 0,9% против утвержденного вечного предела. На 1 января 2023 года в сумме 3 миллиарда 466 миллионов 490,1 тысячи рублей и уменьшится на 0,7% против утвержденного верхнего предела. Уменьшение верхнего предела связано с изменением графика по срокам погашения гарантии. Предлагаемые изменения в дополнение текста решения. В тексте проекта решения предлагается первое. С учетом изменений общих параметров бюджета вносятся соответствующие изменения статьи 1, 3, 6, 7 и 8. В статье 4 исключаются пункты 19 и 37 и добавляется новый пункт. Статья 5 дополняется и пункт 1 статьи 6 предлагается изложить в новой редакции. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Спасибо, Георгий Юрьевич. Какие были вопросы докладчика? Депутат Василий Иван Иванович, вопрос. Добрый коллеги. Уточняющий вопрос. Общая сумма экономленных средств сколько составляет? Общая сумма. По экономии? По экономии у нас общая сумма с начала года составляет порядка 100 миллионов и до конца года еще ожидается порядка 54 миллионов. Но это мы исходим из математики в прошлом году. Средний процент экономии составляет 6,2%. Но опять же, в этом году у нас на сессии в июне были сняты деньги, и в связи с этим, возможно, процент по экономии там может сходиться. Поэтому до конца года ожидаем порядка 55 миллионов экономии. Время ограничен, просто депутат Владимир вопрос. Добрый день, уважаемые коллеги. Георгий Юрьевич, у меня вопрос в части исполнения бюджета. Я задавал этот вопрос на заседании постоянной комиссии, но там никто ответить не смог. Вопрос касается выполнения проекта сметной документации для выполнения берегоукрепительных работ в наших пригородах. Все мы знаем эту проблему, все в этом зале слышали. Опять в очередной раз освещали проблему нарушения берега в селах на лугах, трассы, пригородах, уже на федеральных телеканалах. И хотелось бы узнать, в прошлом году, на 2020 год, с таким большим трудом, совместными силами окружной администрации, Якутской городской думы, мы предусмотрели средства на выполнение проекта сметной документации. И хотелось бы уточниться, сейчас эти средства осваиваются,
вообще не дается, пока оно не будет не выполнено. Правильно я понимаю? Я поясню, само постановление, оно идет, орган местного самоуправления в нем не участвует. Участвует только органы исполнительной власти и федеральные органы. Они сами устанавливают в соответствии с требованием о зонах затопления. Они вносят это все единый государственный реестр недвижимости и нас обязывают применять уже в рамках запрещающих мероприятий по разрешению на строительство. Единственное, что мы можем сейчас в соответствии с этим постановлением изменить градоокультацию и обратиться в исполнительный орган власти для изменения. Данные зоны были внесены только в этом году. Последние у нас в августе. Июнь и август. Мы буквально на днях, грубо говоря, месяц назад узнали, что они сидят в ЕГЭ. Спасибо. Спасибо. Сегодня есть время, что мог быть уже 11:41. Ну, хотя, как бы, в плане есть там, его уменьшить 21-22 года, но есть большие сомнения. Уже давно перешли на уровень долговой устойчивости, и в этом свете вы с банками отрабатывали, они будут давать все кредиты, чтобы восполнить оборотные средства при таком бюджете. Мы в прошлом году, позапрошлом году очень долго спорили, и позиция администрации была очень четкая и понятная, не более 5% придерживаться, чтобы была устойчивость. А сегодня мы все идем, при этом доходы бюджета уменьшаются, а размер долга увеличивается муниципального долга. Это не очень хороший параметр. Анатолий Андреевич, спасибо за вопрос. Да, вот, как вы заметили, у нас параметр долг увеличивается. И если мы посчитаем процент от собственных доходов, он составляет 11%. Вот. Но у нас она корректируется на остатки денежных средств на сумму 494 миллиона 784 тысяч рублей. И при расчете берется без остатков. Это согласно 92.1 бюджетного кодекса, она не учитывается остатки. Поэтому мы берем сумму общую, вычитаем туда остатки, и у нас получается 5%. Поэтому здесь мы соответствуем бюджетному законодательству. Вот. У нас на сегодняшний день кредитных организаций по проекту решения 423 миллиона 174 тысячи рублей. И у нас идет тут отрицательная сумма по бюджетным кредитам 15 миллионов. И у нас есть остатки денежных средств 494 миллиона 784 тысячи рублей. На сегодняшний день с банками работа ведется. Вот, но в основном сейчас ведется работа не в плане ликвидности или неликвидности бюджета. В принципе, банки положительно оценивают бюджет на сегодняшний день. Вопрос сейчас стоит о ставках. Потому что на сегодняшний день ставка, как вы знаете, в связи с уменьшением ключевой ставки не уменьшается. И средневзвешенная ставка при привлечении кредитов сегодня составляет от 7 до 8%. Конечно, мы хотели бы ее сократить хотя бы до 5%, потому что вот эти расходы на обслуживание кредитов, они не так ложатся на наши расходные бюджеты. Да, Анатольевич, то, что там с учетом остатков мы это уже слышали, да? Тогда все-таки реальный процент какой будет, чтобы мы понимали, к чему идем, это первое, да, и второе. Я, конечно, не сомневаюсь, что все мероприятия, которые здесь прописаны, которых надо расходовать бюджет, они, скорее всего, необходимы. Но все ли учли и все ли вы предусмотрели, может быть, все-таки где-то ужаться уже всегда, как понимаете, надо жить по средствам. Спасибо. По этому вопросу у нас есть распоряжение главы города Иркутска, план по оптимизации расходов. Он предусматривает комплексные мероприятия, мы по нему системно работаем. Но у нас есть определенные сложности в связи с тем, что у
2021 год на 282 миллиона 900 тысяч рублей. Ну, как вы пояснили, в комментарии сказано, что Минстрой Республики сокращает на 2021 год межбюджетный трансфер на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Хотел спросить, вы пояснили, вот я прослушал, речь идет о каком дошкольном учреждении? О каком дошкольном учреждении? Я понял, я поясню. Значит, у нас есть детский сад в 68-м квартале, Прометейчик. У нас 119 мест. Извиняюсь, 68 квартал, это Автодорожная. Автодорожная. На улице Автодорожная. И данные средства изначально были предусмотрены в 2021 году. Вот, соответственно, по причине того, что там выкуп уже производится в этом году, средства перемещены на этот год. Вот. Да. Получается, эти То есть это перемещение между годами. эти средства будут в 2020 году. Да. Спасибо. Второй вопрос. Значит, государственный образовательный стандарт по городу Иркутску недофинансирован на данный момент на миллиард, свыше 100 миллионов рублей. Вопрос. Минфин республики что нам обещает, до какого времени, до какого срока это будет недофинансировано? По данному вопросу мы ведем работу плотно с республикой, с Минфином, с Минобразованием. Вот, у нас состоялась рабочая встреча сначала у заместителя министра Филипповой, который курирует Плотников. И буквально в понедельник мы с Артаной Владимировной, с нашим финансовым блоком, были у Жандорова Валерия Алексеевича. И данный вопрос нами поднимался. Сумма составляет 1 миллиард 123 миллиона рублей. Да. И данные средства сейчас они изыскивают. Вот. Ну, в республике есть определенные сложности, но в любом случае данные средства по прошлому году будут доведены до конца года. Заработная плата работников Ну, в смысле, вовремя все будет оплачено? по данному вопросу мы получили четкое понимание. Коллеги, еще вопросы? Депутат Лебедев. Пожалуйста. Уважаемый Георгий Игоревич, мы недавно приезжали на выездное совещание по поводу заброшенного здания в районе Мархаха. Граждане к нам постоянно обращаются, это миллиард 6/1. Просто мы задали эти вопросы, были подробно в этом здании по управлению охраны, управление образования после дополнительного финансирования охраны, и чтобы в дальнейшем включить этот объект в рамки ремонта и создания там мест спасателей, потому что здание уже находится в ближайшем состоянии, все хуже и хуже ему становится. Как вы смотрите на то, что отремонтировать? Андрей Викторович, да, мы этот вопрос на прошлой комиссии проговаривали. По результатам комиссии было дано поручение департаменту имущественных земельных отношений. Я думаю, что Жанна Викторовна по данному вопросу проинформирует, телефоне детализированную информацию представит. Жанна Викторовна. Андрей Викторович, озвучите там, пояснение. Как всем понятно, то, что средств не хватает, но хотя бы охрану настоящую, она сохранилась, потому что управление образования говорит о том, что нет средств на охрану здания. И, конечно, уже на ремонт закладывать, потому что каких-то следующих проектов не получится. Мы проработаем данный вопрос.
свои работы. В конце концов, этот вопрос, скорее всего, ну, вот, если мы, ну, каждый раз мы об этом говорим, даже аж надоело, да, если вот, не дай бог, что-то случится, это же большая беда будет, да. И в связи с этим хотела бы спросить, вот 670 тысяч, они будут израсходованы, да? Если мы пойдем такими темпами, то, не знаю, запланированные 6 миллионов, они будут освоены в этом году или нет? Это первый вопрос, да? И второй вопрос, скорее всего, с Анной Владимировной, да, потому что мы на постоянной комиссии ответ вас, Георгий Игоревич, конкретно получили, это по поводу новых административных округов. До сих пор к нам поступает вопрос от наших избирателей, да, по поводу плана по новому пригородному, ну, по районированию, ну, хозяйственному районированию городского города Иркутск. И если это все продолжится, да, то какие вот финансовые расходы это за собой повлечет, потому что вот это мероприятие вроде как и делается среди самооптимизации и так далее. Первый и второй вопрос. То, что, Настя, спасибо. По берегоукреплению я хотел бы попросить поддержку коллег. Я не совсем в курсе, какие ранее были заявки и так далее, поэтому может Евгений Николаевич, пожалуйста. Значит, по берегоукреплению на 23 год планируется работа вместе с федеральным агентством. Значит, для этого мы должны сейчас подготовить проектно-сметную документацию по подготовке и строительству дам на этих указанных населенных пунктах. Потому что тот проект, который предполагалось сделать берегоукреплением, он не отвечает требованиям Минэкологии, и мы из зон затопления данные населенные пункты не убираем, в принципе. Для того, чтобы был, значит, принят этот проект в реестр, там необходимо доказать экономическую целесообразность. Для этого мы сейчас ведем работу по тому, чтобы в единый, значит, реестр внести все затопляемые территории, чтобы государство потратило деньги на, значит, строительство этой дамбы. От нас задача сделать проект, пройти экспертизу и, значит, сдать на софинансирование в это агентство. До этого момента, что нам остается делать, это вести работу по предупреждению обвалов, поддерживающей работы, значит, вот это вот надо сделать. А именно берегоукрепление не имеет смысла, потому что не уберет от зоны затопления. Показ на пригород не готов. Так, еще был вопрос по изменению внесения устава, да, по вы адресовали Так, ну мы добавили, хочу, потому что мои коллеги сказали по, значит, отопляем нашу зону, которые вот определены в августе 2020 года документами вышестоящих органов исполнительной власти. Значит, буквально вчера мы встречались с Федором Семеновичем Тумусовым и снова обсуждали эту тему, поскольку он оказывает очень существенную помощь городскому округу Иркутск по включению всех этих работ в соответствующей федеральной программе. Значит, дедлайн у нас сейчас стоит до марта 2021 года, поскольку заявки, которые мы должны сдать в агентство по включению в реестр, мы должны сдать до марта 2021 года, для того, чтобы попасть в федеральную программу 2022 года. Поэтому у нас есть сроки определенные, которые мы сами вот, значит, и внутренним контролем, и совместно с депутатом Государственной Думы Тумусовым мы этот проект продвигаем. Что касается административного деления, да, такое предложение коллеги мои вносили, значит, но данное предложение по новому хозяйственному районированию я не поддерживаю, поскольку все-таки пригородные территории, их статус и границы определены, во-первых, республиканским законом об административно-территориальном делении Республики Саха-Якутия. То есть это, во-первых, вопрос не совсем даже, может быть, устава города Иркутска, да, сколько вообще административно-территориальное деление. Во-вторых,
все-таки особый статус значит, пригородных населенных пунктов, в том числе связанные и с особыми тарифами по сельской местности и так далее. Да, ни в коем случае, мне кажется, они не должны смешиваться с территорией, основной территорией городского округа. Поэтому здесь я категорически против. Что касается управ в центральной части города, мы как-то с вами об этом проговаривали, есть идея объединения, может быть, пары административных округов, которые находятся в центре города Якутска, но это пока на стадии обсуждения. В рабочей группе у нас присутствуют в том числе и депутаты Якутской городской думы. Как только какое-то решение будет сформировано, будет внесено на рабочую группу. Поэтому сейчас никаких решений по этому вопросу не принимается и на городскую думу не вносится. Спасибо. Рассказать, у нас все с вопросами, да? Коллеги, еще вопросы? Депутаты Северского местного. Добрый день, уважаемые коллеги. Уважаемый Георгий Игоревич, у меня вопрос. Я этот вопрос задавала на комиссии по бюджетно-экономической политике. Хотела бы сейчас услышать все-таки полную информацию по школе номер 38. К сожалению, на комиссии мы полной информации, четкой информации не услышали. Вот сегодня я хотела бы эту информацию услышать по школе номер 38, согласно решению нашей комиссии. Спасибо за вопрос. В 38-й школе в 2019 году МГУ построила разработана проектно-сметная документация укрепительно-восстановительной работы по офшор номер 38 по адресу Можайского, 23. Кроме того, произведена госэкспертиза проектной документации и результаты инженерных изысканий по определению достоверности и сметной стоимости объектов капитального строительства. Положительное заключение госэкспертизы получено. Общая стоимость объекта с учетом прогнозного индекса цен на 2021-2023 год составляет 50 миллионов 834,5 тысяч рублей. Департаментом градостроительства данные расходы включены в бюджетную заявку по прогнозу бюджета на 2021 и плановый 2022 годы. Срок выполнения работ составляет 19 месяцев, в связи с чем работа запланирована в 2021-2022 годах. Я бы хотела услышать информацию, по какой причине были, значит, сняты произведенные финансовые средства, которые мы определили на своим решением городской думы на 2020 год, по какой причине и куда были направлены средства. Так, вот было предусмотрено средств в общей сумме 34 миллиона 891,6 тысяч рублей, в том числе на укрепление восстановительной работы по 38-й школе в сумме 27 миллионов рублей. В соответствии с порядком, в соответствии с вводной бюджетной росписи, в связи с задержкой получения государственной экспертизы и проектно-сметной документации по данному объекту по причине прохождения по территории школы магистрали трудовых детей и переносом работы на 2021 год в ходе исполнения бюджета средства были перенаправлены на другие цели, в том числе 4 миллиона 255,4 тысячи рублей на выполнение дополнительных работ, выявлены в процессе выполнения строительно-монтажных работ по объекту по Жилищному тракту 4 километр, это Сахарно-технический лицей, и также 23 миллиона 546,2 тысячи рублей, они были направлены на софинансирование по приобретению детского сада в автодорожном по 68 квартале по автодорожной автопроводичек, на которые средства федералы передвинули с 21 на 20 год. Вам, конечно, у нас все с вопросами, да? Уважаемые коллеги, еще вопросы имеются? Вопросов нет, да? Хорошо, тогда, уважаемые коллеги, значит, спасибо, Георгий Игоревич, присаживайтесь. Имеется ли выступление? Алло, Андрей Никандрович. Пожалуйста, депутат Яковлев. Да. Александр Петрович. Алло. Александр Петрович, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. У нас, я в общих чертах буду делать предложение. У нас видно, как исполняется бюджет и вообще на бюджет на 2020 год, с моей точки зрения, он не сбалансированный. В чем? Я предлагаю и окружной администрации, и депутатам городской думы обратить внимание на то, что основной расход это на образование. Я не предлагаю как-то там урезать работникам образования заработную плату и расходы на общее образование. Просто обратите внимание, вот у нас бюджет 18 миллиардов, второй год не меняется. Из них уже долг приближается к миллиарду рублей. Из 17 получается миллиардов рублей всего бюджета городского округа Якутск. Расходы на общее образование, так, сейчас точные цифры назову, у всех есть у вас, это 10 миллиардов 800 миллионов рублей, это в среднем так. И, я не знаю, в каком еще бюджете муниципального образования или в республиканском бюджете, в региональном бюджете Российской Федерации, если взять в целом, где расходы на общее образование составляют более половины расходов государственного бюджета, то есть в нашем случае муниципального бюджета. Вот в этом случае сразу видно, что бюджет у нас не сбалансированный. Жить-то на что-то надо, не тем надо жить, да, что воспитывать, обучать детей, это, конечно, надо. Предлагаю в будущем всем нам, и городскому округу, и депутатам, как-то сбалансировать бюджет в этом отношении. Это значит работать в сторону увеличения остальных расходов на ЖКХ, на транспортную систему и так далее. И вот в этом случае у нас будет всем денег хватать. А мы вот в нашем случае стреляем миллион туда, десятки миллионов сюда, это не решает проблему. Ну а остальные другие предложения я, наверное, буду делать позже. Спасибо. Спасибо, Александр Петрович. Уважаемые еще выступление имеется у нас? Можно выступление и предложение сразу? Да, конечно, землей разделяется. Депутат Ченов. Спасибо, Георгий Николаевич. Предложение в части 38 школы касается, скажем так, наверное, будет двух состояний. Первое. Мы предложили, а утвердили бюджет 2020 года, где четко было прописана сумма по 38 школе. Сейчас говорил Игорь Ильич и на комиссии, в том числе говорится о том, что вот не было экспертизы, поэтому эти денежные средства мы, скажем так, не внесли. Хотя, судя по ответу, данная, скажем так, экспертиза появилась в мае месяце. Ну, то есть, да, понимаете, правильно, второй квартал, это достаточно нормальные сроки. Но в любом случае, принятые депутатами, скажем так, направления по капитальному ремонту школ, в том числе 38-й школы, было отменено. То есть денежные средства перераспределены на другие, скажем так, мероприятия. Да, действительно, они нужны, никто это не оспаривает. Но в любом случае, Георгий Николаевич, я призываю вас, и Александра Владимировна, что ключевые изменения, они все-таки, наверное, в том числе согласовывались с работами комиссии. Почему? Потому что вот этот цифр, то, что депутат Васильева уже полгода с 38-й школы там вопросы задает, ну, это как бы, наверное, не совсем правильно и, может быть, даже где-то комично. На самом деле на комиссии управления образования не смогли ответить, куда перенаправлены денежные средства. То есть, представляете, да? То есть убирается объект одного на другой, причем не 2 миллиона, не 3 миллиона, да, и они не могут ответить. В любом случае, как предложение, все-таки на профильных комиссиях такие ключевые вопросы, наверное, я не говорю, что здесь
здесь нарушены, скажем так, какие-то законы и так далее. Да, действительно, по закону окружная администрация имеет право изменять бюджетную роспись, но в любом случае, скажем так, эти вещи, они должны, наверное, согласовываться. Второе, в части, скажем так, этого же вопроса, все-таки, уважаемые депутаты, для того, чтобы наше решение, которое было принято на 2020 год и не исполнено, я имею в виду капитальный ремонт 38-й школы, по предложению Светланы Афанасьевны, фракция «Единая Россия» предлагает данный вопрос, скажем так, принять на сессии, то есть протокольное поручение крупной администрации в части капитального ремонта на 2021 год. Более того, Георгий Игоревич четко сказал, что в планах есть, нам эти работы провести 2021-2022. Но предложение, именно протокольное поручение, скажем, оно такого характера, что в ноябре при внесении изменений в бюджет 2020, 2021, 2022 года мы, кстати, вносим в том числе на плановый период 2021-2022 год, все-таки данную сумму утвердить на капитальный ремонт 38-й школы в сумме 36 миллионов 963 миллиона 500 тысяч рублей. Почему эта сумма? Потому что сейчас этим проектом мы будем эту сумму на 2021 году утверждать как условно утвержденные расходы. То есть если мы говорим, что надо направить денежные средства, то тогда, скажем так, я сразу четко обозначаю источник этих средств. То, что сейчас в проекте стоит сумма 36 миллионов 963 тысячи, поставить на условно утвержденные расходы, в ноябре их передвинуть на капитальный ремонт по 38-й школе. Вот такое предложение по капитальному ремонту. Ну и в любом случае, я думаю, что, наверное, логично будет по ключевым вопросам, наверное, вещи с профильными комиссиями, наверное, обсуждать. Спасибо большое. Ну, а в части переукрепления, все-таки мой совет, наверное, простой, Афанасьевна, Иван Владимирович, второй год об этом говорите, ну, я думаю, что здесь надо, наверное, принимать какие-то более четкие решения и совместно с окружной администрацией, в том числе, возможно, данный вопрос рассмотреть на профильной комиссии. Сейчас речь идет о том, что берегоукрепление нам не требуется, которое есть в бюджете этого года. Сейчас мы, скажем так, будем делать дамбу. Но, уважаемые друзья, вообще это разные вещи, на самом деле, берегоукрепление и дамбу. Более того, если мы говорим о том, что мы хотим глобально попасть в федеральную программу, это одно другому не мешает. То есть делать дамбу и укреплять берег. Это не мешает, я думаю. Возможно, я ошибаюсь. Но в любом случае данный вопрос, тем более речь идет о 2022 году, а в табаке требуется уже даже и не вчера данные работы. Ну, я думаю, что, наверное, стоит этот вопрос обсудить на профильной комиссии и все-таки принять то решение, которое устраивало бы окружную администрацию и население этого. Спасибо. Спасибо, Сергей Викторович. Уважаемые коллеги, еще предложения будут у нас? Выступления? Так, нет, тогда слово мы предоставляем, значит, вот руку поднимает у нас Вера Ивановна Устинова, это у нас общественная организация «Садоводы России». Пожалуйста, слово вам. Вера Ивановна, вы нас слышите, да? Я вижу вашу руку, мы вам слово предоставили. Говорите, пожалуйста. А меня слышно, да? Да, слышно, слышно. Слышно вас, говорите, Вера Ивановна. Добрый день, уважаемый Александр Никандрович, Сардана Владимировна, депутаты Якутской городской думы и приглашенные. В первую очередь хочу поблагодарить комиссию по бюджетно-экономической политике Якутской городской думы, также депутату Ольгу Саргадаеву, Алевтину Эверстову за поддержку садоводов города Якутска, которые внесли на сессию Якутской городской думы рассмотрение нашего вопроса. В 2019 году на основании соглашения с окружной администрацией
в районе Садоводческих и Огородческих массивов, это по Львивскому тракту 16 километров. Также ежегодно проводили общегородские ярмарки на Комсомольской площади. И, конечно, всегда оказывалась поддержка садоводам и огородникам Венесфорумом, где предусматривалась оплата аренды помещения для садоводов, так как садоводы и огородники – граждане пожилого возраста и граждане, отнесенные к группам риска, которые относятся к социально незащищенным группам населения, не в состоянии содержать помещение, где оказывается бесплатная консультация и помощь документооборота пожилому населению. Под программой поддержки садоводства и огородничества предусматривали ежегодно 2 миллиона 820 рублей, хотя мы ежегодно запрашивали около 16 миллионов рублей на инфраструктуру. Эта подпрограмма предусматривала софинансирование до 50% садоводами, тем самым экономила бюджетные средства на 50%. Это самая приоритетная программа, где население принимает прямое участие, тем самым поддерживала окружную администрацию в освоении территории инфраструктуры за счет собственных средств садоводов. Я хочу добавить, что по запрашиваемой сумме было бы показательно следующее сравнение. Если по расходам в целом по бюджету 17 миллиардов выходит по 22 тысячи на человека, то для садоводов эта цифра составляет всего 9,5 рублей, которые мы не можем защитить в течение 9 месяцев. Хотя мы говорим о тех же жителях столицы в количестве 27%, это 90 тысяч человек. Прошу поддержать наше предложение. Надежда садоводов осталась только на вас, главу города Якутска, депутатов Якутской городской думы, ну и главу республики Саха-Якутия. Просим, конечно, дополнительное финансирование в сумме 846 410 рублей, так как у нас эти работы были уже выполнены, и у нас кредиторская задолженность по выполненным работам составляет такую большую сумму, которую мы не сможем сами оплатить. И эта работа была выполнена в 2019 году. Хочу пояснить по агрегированию бесхозяйных объектов, автобусных маршрутов. Мы это ежегодно выполняем, но в связи с тем, что сейчас нам отказывают по выполненным работам, это агрегирование мы провели на 400 тысяч. Ежегодную ярмарку мы провели на 150 тысяч, но в 2020 году 100 тысяч было проплачено окружной администрации, в результате у нас осталось 42 тысячи по ярмаркам. Ну и, конечно, у нас вот аренда помещения, которая составляет 404 тысячи рублей. Мы просим депутатов поддержать, чтобы нам эту сумму проплатили. Также, конечно, хотим, чтобы на 2021 год все-таки оставили нам эту сумму 2 миллиона 820 рублей окружной администрации города Якутска. Спасибо. Спасибо, Вера Ивановна. Уважаемые коллеги, больше выступлений нет. Проект решения по данному вопросу у вас имеется. Предлагается принять его за основу. В целом мы не можем, потому что у нас поправки и предложения. Поэтому мы должны будем вначале принять за основу, потом проголосовать за поправки, соответственно, предложение представителя постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Сергея Кузичева. Уважаемые коллеги, ставлю данный вопрос за основу. Прошу проголосовать. Кто за? Понятно. Так, у нас 18 ждать депутатов сейчас, да? То есть единогласно, правильно? За, против нету. Значит, приняли вопрос за основу. Значит, коллеги, по данному вопросу поступили поправки депутата Сагыдаевой Ольги Николаевны. Также были другие обращения наших коллег, в том числе от депутата Ирвисова Александра Васильевна, но в связи с тем, что поправка Сагыдаевой поступила первой, мы сейчас ее рассматриваем.
она у нас прошла через комиссию по бюджетно-экономической политике Сергея Викторовича Черненко. Ну и мы вчера подробно на президиуме тоже этот вопрос обсудили. Хочу напомнить, что поправки принимаются большинством от установленной численности депутатов согласно уставу. Да, у нас получается не менее 16 депутатов должны проголосовать за данную поправку. Ну и хочу напомнить, что автор поправок до голосования имеет право снять их с голосования. В соответствии с регламентом ставлю на голосование рекомендацию комиссии по бюджетной и экономической политике принять первую поправку Сагдаева Ольги Николаевны. Она всем понятна, да? Так, значит, Ольга Николаевна, озвучьте, пожалуйста, первую поправку. Еще раз. Доброе утро, уважаемые коллеги. Сардана Владимировна, Альберт Николаевич. Поправка у меня в табличном виде, ну, как требует у нас положение о бюджетном процессе, поэтому, ну, озвучить тут, наверное, получается, буду по строкам читать, да, как, или суть, да? Как писали. Как писали. Давайте тогда. Ну, как на комиссии вот голосовали, так и прочитайте, потому что мы же не можем менять. Тем более президиум, тем более кружковым. Там у вас предложение было про коррегирование 13-16 метра, там 400 тысяч. Ну, я так напоминаю. Первое, то, что я по первому пункту прошу внести изменения в муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа на 2017-2032 годы. У вас микрофон не работает, да, Ольга Николаевна? Работает. А можно микрофон? Но я не читаю, поэтому... Строка номер 18.0.00 и 5 рублей. Это вот срок, я прошу внести изменения. И предлагаемую редакцию пункта проекта решения строки номера предложения планирование и проектирование работ по строительству и конструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Строка за номером 18.5.00 130. И в итоге получается 11 миллионов 121,3. И содержание поправки в проекту решения, ну тут как пояснительная записка, почему? Потому что у нас левая сторона 13-15 километра и 16 километров правая сторона Бирюкского тракта являются бесхозяйными имуществами, и там есть проезд и городского транспорта, то есть это получается до конечной остановки автобусы ездят. Именно по нему были произведены работы по оценке и проектированию дорог. Исходя из этого мы я попросила внести внесла поправку и источник увеличения бюджетных ассигнований попросила ведомственную программу общественной и внешней связи, информационная политика города Якутск на 18-22 годы организации проведения мероприятий по поддержке общественных религиозных книг некоммерческих организаций. Строка номер 45-100-110. Ну, считается, что это вот строка именно, которая поддерживает общественные организации. И у нас тоже Союз судовых является общественной организацией. Целесообразно используется эти примерно так. Андрей Андреевич, вы поняли, что это поправка, да? Хорошо. Уважаемые коллеги, вопросы есть еще по поправке, по первой поправке? Вопросов нет. Хорошо, тогда в соответствии с регламентом ставлю на голосование рекомендацию комиссии по бюджетной и экономической политике принять
первую поправку депутата Саргадаевой Ольги Николаевны. Кто за, прошу проголосовать. За, единогласно. Соответственно, против воздержался нету. Уважаемые коллеги, ставлю на голосование рекомендацию комиссии по бюджетно-экономической политике принять вторую поправку Саргадаевой Ольги Николаевны. Есть необходимость озвучить? Там речь идет о аренде офиса на Мусово. Если нет, тогда ставлю на голосование. Кто за, прошу проголосовать. 18 за, единогласно. Понятно, спасибо. Так, предложение поступило от председателя комиссии по бюджетно-экономической политике Сергея Викторовича Черных. Есть необходимость озвучить, дать поручение по 38 миллионам, по 34, что ли? По 34, да? По 38. Речь идет о 36 миллионах 963 тысяч на 21 год. За 21 год речь идет о 36 миллионах рублей. Понятно, да? Так, тогда ставлю, предложение руководителя фракции «Единая Россия» по финансированию данной школы дать поручение окружной администрации выделить эту сумму. Кто за, прошу проголосовать. Единогласно. Спасибо. Так, у нас еще есть предложение? Предложений больше нет. Тогда, уважаемые коллеги, ставлю данный вопрос на голосование принятия данного проекта решения в целом. Кто за? Единогласно. Спасибо. Решение принято. Уважаемые коллеги, приступаем к рассмотрению второго вопроса о выдвижении отчета об исполнении бюджета городского округа города Якутска за 2019 год. Слово для доклада предоставляется председатель постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Черных Сергей Викторович, пожалуйста. Постоянная комиссия по бюджетно-экономической политике рассмотрев проект решения Якутской городской думы об утверждении отчета о исполнении бюджета городского округа город Якутск на 2019 год, отмечается следующее. В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона о общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и на основании пункта 1.2 статьи 29 Устава городского округа город Якутск, утверждение местного бюджета и отчет о его исполнении находится в исключительной компетенции Якутской городской думы. По данному вопросу все согласования есть. Более того, надо отметить, что по данному вопросу были определенные задержки по срокам. По идее, общественные слушания должны были пройти до 1 мая, но, к сожалению, ситуация с пандемией не позволила это сделать. В любом случае, эти мероприятия проведены. Более того, была создана рабочая группа, в которую входил также я, в части этого вопроса. По данному вопросу также надо отметить, что контрольная счетная палата достаточно серьезный труд сделала в части аналитики и исполнения бюджета. В части решения комиссии, комиссия выносит данный вопрос как на президиум, так и с предложением рассмотреть вопрос на сессии Якутской городской думы. Также надо сказать о том, что были рекомендации в части программных мероприятий, которые исполнялись на 2019 год. И надо отметить также, что те рекомендации, которые контрольно-счетная палата внесла в тот аналитический труд по исполнению бюджета за 2019 год, комиссия полностью поддерживает и считает, что рекомендации действительно правильные. Спасибо. Спасибо, Сергей Викторович. Уважаемые коллеги, вопросы докладчика не имеются? Вопросов нет. Слово для доклада представляется заместитель главы городского округа города Якутска по экономике и финансам Гадыреву Георгию Николаевичу. Пожалуйста.
миллиарда 492 миллиона рублей. И расходы были увеличены на 2 миллиарда 782 миллиона рублей. Дефицит местного бюджета увеличен на 290 миллионов рублей. С учетом внесенных изменений план по доходам составил 18 миллиардов 90 миллионов рублей, по расходам 18 миллиардов 785 миллионов рублей. Дефицит составил 695 миллионов рублей, что составляет 9%. Исполнение доходов бюджета составило 18 миллиардов 124 миллионов рублей, что составляет 100,2% к уточненному плану. Расходы исполнены в объеме 18 миллиардов 267 миллионов рублей, что составляет 97,2% к уточненному плану. Фактический дефицит бюджета составил 143 миллиона рублей или 1,8%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 8 миллиардов 16 миллионов рублей или на 101,5% от уточненного плана. Безвозмездные поступления на 10 миллиардов 108 миллионов рублей или 99,2% от уточненного плана. В сравнении с отчетом 2018 года рост собственных доходов в отчетном году составил 362 миллиона рублей или на 4,7%. В структуре налоговых доходов бюджета налог на доходы физических лиц составляет 64%, специальные налоговые режимы 30%, местные налоги 3%, прочие налоговые доходы 3%. В структуре неналоговых доходов бюджета от использования имущества составляет 56%, штрафы, санкции и возмещение ущерба 17%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета 10%, прочие неналоговые доходы 11%. При уточненном плане безразмерных поступлений из государственного бюджета республики за 2019 год в размере 10 миллиардов 191 миллионов рублей исполнение составило 10 миллиардов 108 миллионов рублей или 99,2%. В том числе дотации исполнены на 100%, субсидии исполнены на 95,7%, субвенции исполнены на 99,9%. Иные межбюджетные трансферты при плане 894 миллиона рублей исполнены на 894 миллиона рублей или 100%. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет составил 16 миллионов рублей. В структуре безвозмездных поступлений дотации составили 0,6%, субсидии 13,4%, субвенции 77% и иные бюджетные трансферты составили 9%. По итогам 2019 года городским округом привлечены кредиты от кредитных организаций в размере 1 миллиард 650 миллионов рублей. Получены бюджетные кредиты из государственного бюджета республики в сумме 200 миллионов рублей. Также погашен основной долг кредитов, получено от двух кредитных организаций в сумме 1 миллиард 49 миллионов рублей. Также погашен бюджетный кредит в размере 158 миллионов рублей. По состоянию на 1 января 2020 года объем муниципального долга составил 3 миллиарда 606 миллионов рублей, которые включают в себя кредиты, полученные от кредитных организаций 2 миллиарда 114 миллионов рублей, бюджетные кредиты 294 миллиона рублей, муниципальные гарантии 1 миллиард 198 миллионов рублей. Исполнение расходов бюджета составило 18 миллиардов 267 миллионов рублей при уточненном плане 18 миллиардов 785 миллионов рублей или 97,2% от плановых показателей. Исполнение расходов местного бюджета без учета межбюджетных трансфертов в сравнении с исполнением бюджета 2018 года возросло на 621 миллион рублей. В общем объеме расходов расходы на выполнение переданных государственных полномочий субвенций составили 42,1% или 7 миллиардов 694 миллионов рублей. Субсидии 1 миллиард 194 миллионов рублей, 6,5%. Иные бюджетные трансферты 870 миллионов рублей, 4,8%. Дотации 66 миллионов, 0,4%. Иные безвозмездные поступления в сумме 1,3 миллиона рублей. Расходы по местному бюджету составили 8 миллиардов 443 миллиона рублей, что составляет
составляет 46,2% от общего объема расходов. Бюджет городского округа, как и предыдущие годы, сохранит социальную направленность, так в структуре расходов, расходы на образование, культуру, социальную экологию.